Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: что вам нужно сейчас услышать? Что карты говорят? Итак, для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет. Если с вами резонирует, то можете продолжать смотреть дальше. Если не резонирует, то вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Итак, сейчас никого не загадывайте, сосредоточьтесь на себе. Мы посмотрим, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Тут люди такие смотрят, которые беспокоятся обо всем, обо всех, но вот себе, да, это как, знаете, так говорили, как, да, вы умеете, например, шить боты, но у вас бот нет, а вот всем шьете. Вот тут похожая характеристика, да, и в то же время, да, вы еще такой человек везде и сразу. То есть вы пытаетесь помочь, вы пытаетесь также и успеть везде, да. У вас, знаете, очень такое теплое сердце, и вы не можете смотреть, когда кто-то страдает. Не холодное сердце. Душевный человек. И, возможно, даже когда вы смотрите фильмы, да, какие-то, например, где момент плакать, да, вы можете и проплакаться. Очень такое, знаете, по этой характеристике также ранимое сердце. Да, здесь также может быть человек такой чувствительный. Вот вы пытаетесь, да, говорить себе, держи себя в руках, или же, да, кто-то хочет все-таки принять вот эту силу, да, и быть немного, как сказать, даже тверже. Но у вас есть сердце. Как бы то ни было, да, этого не отнять. Возможно, вы всем помогали. И тут еще по этим двум картам, да, так складывается, что вы всем помогали, но даже было так, что тому, кому вы помогли, да, люди отплатили плохой монетой. Да, или же наоборот что-то у вас забрали. Вы знаете, вы тот человек, который продолжает верить, да, что есть на свете добрые люди, да, я не могу так. Но в то же время тут есть момент, мысль о том, что нужно, да, быть справедливой, да, нужно немного быть тверже, потому что сейчас, да, совершенно кто-то понимает, что сейчас другое время, всем доверять нельзя, вы говорите, но когда наступает момент, что, да, кто-то плачется, вы не можете так просто смотреть, вы пытаетесь помочь. Очень теплый человек, но вы как и теплый, да, вы в принципе-то можете за себя постоять, вы можете и обжечь. Но это тут мягкость характера идет, да, ваша характеристика. Светлый человек, возможно, человек, который имеет несколько каких-то направлений дел, да, у кого-то здесь даже может проходить как несколько видов заработка, то есть вы работаете там, еще где-то подрабатываете, или у кого-то, правда, две работы, одна официальная, другая нет, да, или же несколько проектов сразу же делаете. Также здесь по характеристике идет человек, у которого несколько дел.
в одно время вы делаете несколько дел. Тут же вы пьете чай, слушаете музыку, да, не знаю, например, работаете, но вот как-то и успеваете еще слышать, что на заднем фоне, да, делается, там на улице или во дворе где-то, ну вот как-то так. То есть или вы же тут и пишете одно, и тут же отправляете какие-то сообщения, может быть, да. То есть у вас очень, возможно, здесь даже кто-то и спать ложится в позднее время. Знаете, у меня идет такое чувство, что да, одни и те же люди приходят. Здесь момент невысыпания. Я уже который раз вижу на раскладе люди, которые не высыпаются или не спят нормально. Да? У кого-то есть момент тревожности, бессонницы. И момент тревог тоже. Здесь солнце, да, идет, и тут же шестерка мечей. То есть какие-то выбухи, да, такие происходят, что нельзя на это не сосредоточиться или не обратить внимание. Может быть, да, кто-то находится в какой-то локации, где происходит что-то, на это нельзя не обратить внимание, оно просто воздействует. Звуки какие-то или, правда, выбухи, огонь. Время года, возможно, вы любите лето, да, тут солнышко, море, вода. Далее. Справедливый очень человек. И справедливый, да, но вот вы знаете, иногда вы для себя делаете несправедливо в плане того, что, да, кому-то вы дали, а себе не оставили, да, не подумали. В первую очередь здесь идет момент подумать о себе. Вот вы себе мало уделяете чего-то. Или времени, да, или... Ну вот вы кому-то даете что-то, даже ту самую любовь, да, а вот себе эту любовь, я же говорила, да, сколько раз в видео, любить себя. Что значит любить себя? Вот представьте, что вы, да, на себя смотрите со стороны, да, и у вас задание вот себя любить. Как вы будете себя любить? Вы будете заботиться о себе, да, вы будете беспокоиться о здоровье, вы будете оберегать по заданию, да? А вот представьте, да, и правда, как это выглядит. Вот эта вот любовь к себе, вы понимаете, о чем? И как это любить себя. Многие этого не понимают. Что такое любить себя? После чего, да, вот такой момент еще есть, да, вот вы отдадите, а потом понимаете, что для себя вы ничего не оставили. Тут момент еще есть чувственной сферы, да, растраченная любовь. Вы вкладывались в отношения, вы вкладывались в эту любовь, да, а потом отплатили, да, плохой монетой. И есть момент обиды. Опять-таки вернемся, почему этот момент обиды возникает. Потому что в то время ваша любовь была отдана кому-то, но не вам. Да? То есть вы себе не давали эту любовь, вы потому что ее отдавали. Вот здесь момент чувств. Именно кто-то пережил, да, чувственная сфера какую-то, именно или же безответную любовь, да, или же когда, возможно, даже предали. Кто-то здесь ушел или завершил. Или же, да, момент из прошлого. Вы знаете, у этого человека, вот по характеристике, прошлое, оно далеко не легкое. И даже детство, возможно, не легкое. Есть момент, как будто вам не хватало, может быть, даже и чувства, да, любви или времени от родителей. То есть как будто бы мало вот этой связи. Но вы знаете, вы тот человек, который говорит, что вот в будущем, когда я буду мама,
да, когда я буду родитель, я буду поступать иначе, по справедливости. Да, все должно быть равномерно, в балансе. Да, я не буду поступать так, как поступали, например, мои родители когда-то, да, когда воспитывали. Вот здесь по правосудию и четверке кубков вот именно прослеживается из прошлого такая ситуация. Но вы знаете, вы как будто бы или же делаете наоборот, да, причем в плюс. Но вы тут момент даже идет, когда человек старается кому-то угодить, да, вот особенно в чувственной сфере. Вы стараетесь, вот когда вы встречаетесь, да, когда вы только сходитесь, живете с человеком, вы стараетесь как-то угодить. Казаться, да, вот как некую даже маску одевать. Здесь момент есть этот. Вот просто вы не обижайтесь, да, вы подумайте, просто проанализируйте прошлое, да, у кого здесь так проигрывается. Вы можете написать. Тут именно не то, чтобы вы маску одеваете, да, там как-то именно в какой-то в плохой форме. Нет, тут именно идет, что вы стараетесь тем самым удержать отношения. Да, во благо себе, но здесь такое вот проигрывается, что вы стараетесь человеку дать максимально. То есть вы в том числе, да, вот я и говорю, когда вы помогаете, вы стараетесь максимально как-то человеку помочь. Вы входите в его, не войти, а входите вы в его положение. Вы понимаете, у вас здравый смысл на жизнь, да, но в то же время вот вы как будто бы что-то отдаете, о себе как или мало оставляете, или не оставляете. Да, вы не думаете. Причем, знаете, кстати, когда я вела, я не помню, это, по-моему, прошлой неделе было, да, я говорила в одном из видео, когда вы что-то отдаете, да, вы взамен что-то должны получить. Неважно, это физическое, да, материальное или же это духовное. То есть тут больше отдачи, а вы ни с чем. И вот дальше это как комом. И получается, у вас потери идут какие-то. Вот именно потери. На данный момент, вот есть момент такой, что ничего не получается. Или же, да, не удался день. Все рушится, да, или сегодня за один день даже случилась масса всего неприятного. Или же, да, за последнее время вот все как будто валится из рук, да, ну не получается. Далее здесь можно сказать еще по картам, что как будто бы вы не видите вообще будущего. Вы смотрите вперед, и вот вы задаетесь вопросом, да, а что дальше будет? Да, тут кто-то даже углубленно вообще во весь мир смотрит, что будет дальше. Да, этот вопрос, в принципе, тревожит сегодня всех, что будет дальше. Но здесь еще, да, и вы думаете о том, а что вы будете дальше делать. И много возникает здесь вопросов, а если, а если. Вот так сюда и напрашивается карта Луна, да, это страхи, это когда невидение. Вот именно, ну здесь этой карты пока нет, но да, по характеристике проигрывается так. Далее. Возможно, да, смотрят меня семейные люди тут. Или же люди, у которых есть дети, но вышедшие из отношений. Тоже может быть.
Причем, знаете, у вас отношения, вот судя, да, по картам, как несправедливые. Момент несправедливости есть в отношениях. Одни отношения несправедливые, вторые. Вот и четко здесь прослеживается ваша мысль. Да что же я делаю не так? Почему поступает? Даже в отношениях проигрываются какие-то сценарии похожие. Почему, да? Что я делаю не так? А здесь кто-то и в отношениях находится. Но вы знаете, тут тоже момент есть, да, что в этих отношениях уже тоже что-то пережито неприятного. Да, возможно, даже есть и недоверие, какие-то обиды друг на друга. Они есть. Итак, если проигрывает портрет, давайте все-таки посмотрим, ну что вам нужно сейчас услышать. Я сегодня приготовила такие мини-карты, позже, да, я их запущу, и вам, наверное, будет интересно, да, посмотреть. Мешочек, в мешочке лежат карты, да, будем перетасовывать и доставать. Вот. Что вам нужно сейчас услышать? Сейчас вы посмотрите и в действии эти карты, тарологи, да, кто занимается таро, кому интересно. Скоро мы их запустим в продажу, позже чуть. Хорошо. Сосредоточьтесь сейчас на себе, ни о ком, ни о чем не думайте. Что вам нужно сейчас услышать? Знаете, тут момент совершенства вашего. Вы вообще человек совершенства, вы человек, который на многое способен. Но есть момент такого, да, как будто бы вас же останавливает ваша же голова. Она вас останавливает, да. И когда вы принимаете какое-то решение, например, здесь момент идет не бояться. Да, вы принимаете решение какое-то, но вы боитесь, например. Здесь момент не бояться, потому что в вас есть то самое состояние, та самая энергия, которая может, да, исполнить. Не знаю, что это за состояние такое, да, но вот именно по потоку, да, идет такой отклик: исполнить, возможно, да, то, что вы спланировали заранее, да, или же какой-то цели вы идете, да, исполнить, дойти до этой цели. Вот вы это можете, но иногда голова дает стоп. Вот здесь вообще, да, момент изобильности вашей, также ресурсности. Здесь женщина однозначно не пустышка или мужчина, да, здесь момент вашей ресурсности. У вас, возможно, даже очень много талантов, то есть вы наделены какими-то способностями, да. Я не имею в виду магических, еще мы ничего не открыли, дальше не видно, да, вот именно какие-то есть у вас способности, причем много. Что вам нужно сейчас услышать? Отпустите, да, то, что вас сейчас корюбит. Вот самое главное, услышьте меня. Услышьте то, что доносят карты. То, что вас сейчас корюбит, или какие-то есть момент обид. Отпустите, простите. Вот самое главное уметь это. Простить и отпустить. Не нужно здесь ни с кем бороться, да, выяснять. Самый лучший вариант просто вот это обнулиться, да, именно то состояние, когда или вас провоцируют, выводят на какие-то эмоции, именно реагировать, знаете, вот этот ноль, да, шут, дурак, ноль. Моя хата с краю, ничего не знаю. Много я об этом говорила, именно пофигизм, да, есть такая таблетка от всех бед, пофигизм. То, когда вам совершенно наплевать. Вот именно вы должны почувствовать это состояние, когда вам наплевать. Шут, дурак.
Потому что, смотрите, вот это все, да, какие-то проблемы, какие-то провокации, оно только тормозит. Вот когда вы это отпустите, да, отпустите какие-то обиды, вот тогда все начнет двигаться, все начнет идти. И здесь идет такое, есть такая карта у меня, называется она «Самосглаз». Есть такая колода, называется она «Сундук ведьмы», да, которая именно выявляет тип негатива. И вот там есть самосглаз, да, когда сам себя сглазил, да, когда сам себе подпортил. Вот тут именно, да, поймите, тут не идет о самосглазе, да, тут идет то, что вы же сами, да, себе в чем-то стопорите дорогу, закрываете. Вот тут момент еще и обид. Эти обиды из прошлого. Закрываем, прощаем, отпускаем. Да? Не нужно сразу бежать мириться, нет, тут именно простить и отпустить. И тогда все начнет у вас двигаться, идти вперед. Именно движение здесь вижу, именно возможности, да, какие-то, возможно, инсайты приходят или же подсказки. То есть вас начинают как продвигать. Да, тут приходят именно мудрые подсказки, мудрые инсайты. Вы начинаете, знаете, тут момент даже наступления вот на новый этап или на новый уровень. То есть тем самым вы уже не падаете на уровень тех, кто вас, я и говорю, провоцировал, выводил на эмоции, да, вы уже выше этого. Когда вы встанете на ту ступень, вот как по отшельнику, да, вы поймете. Здесь, кстати, кому-то даже требуется одиночество, побыть самому с собой, да, и подумать, вот когда вы встаете на уровень выше, вы уже смотрите на все совершенно по-другому, да, и люди вам эти представляются совершенно другими, мельче вас, ниже, да, и вы уже остро так не реагируете. Тем самым, да, вы свою психику, как хочется сказать, экономите батарейку, да, то есть не растрачивайтесь своей энергией, то есть с вас, да, она меньше выходит. Если провоцирует, просто отходить в сторону, быть мудрее. Вот и будет вам счастье. Здесь момент, кстати, идет. Что вам сейчас нужно услышать? Здесь вы как получаете вознаграждение. Вот чем выше вы, тем больше вознаграждения. Это может быть также и в материальном плане, да, это может быть и в духовном тоже по отшельнику плане. Хорошо, дальше. Что вам нужно сейчас услышать? Здесь нужно, да, момент прошлого. Реконструировать, реформировать. Тут и я и говорю, да, я смотрела, когда про ваше прошлое, тут шла речь о том, да, вот вы думаете, почему в одних отношениях был какой-то инцидент, и во-вторых, он вот повторяющийся. Да, или мужчина, вот по отношению к вам, как мужчины поступали, вроде разные мужчины, но были поступки какие-то одинаковые, да, неприятные. Здесь момент вашего пересмотра. То есть вы должны пересмотреть себя в первую очередь, да, или же изменить свои приоритеты по отношению к мужчинам. Это не говорит о том, что, да, он какая-то гадина. Нет, именно здесь тут идет акцент на вас. Да, и кто в момент одинок и собирается познакомиться, но опять-таки было в прошлом такое, здесь момент, что вы выходите именно в победителя, да, у вас получается изменить, возможно, да, как я говорю, реконструировать внутренне себя, глубоко внутренне себя.
Вы знаете, кто одинок, да, здесь момент того, что семья. Будут крепкие, будут стабильные собачки, да, верные отношения. Дом, изобилие, чаша. Тут, правда, акцент на вас идет. Да, это уже начиная с самой первой карты, мы видим ваш акцент на вас стоит. Момент каких-то привычек. Эти привычки, есть какие-то привычки, которые нужно уже отпустить. Причем, знаете, благо они не приносят. Это не обязательно курение и алкоголь, да, сразу там или еще что-то такое. Но у кого-то и это. Тут именно есть даже и привычки, ну, кто знает какие. Например, даже чересчур что-то кому-то доказывать. Поменяйте тактику поведения. Вот просто как эксперимент проведите. И вот знаете, как это все вообще получается, да? Один раз, хотя это не ваше, но хотелось бы так, да? Вот, например, я никогда не носила каблуки. Попробуй раз, криво. Попробуй второй, ну чуть ровнее уже. Попробуй третий, ну уже вообще ровно прошла. Попробуй четвертый, ну прям как будто мои литые ноги, да, с этими каблуками. Вот тут именно, да, и в вашей внутренней характеристике. Сначала криво, бока, а потом все ровнее и ровнее. И потом с этим свыкаешь, и как будто бы это твое. Да, и вот так оно именно постепенно. Дети же не сразу берут ложку, да, да, когда начинается прикорм, не сразу же берут ложку и начинают ровненько ей есть, и чтобы со рта ничего не вываливалось. Нет. Да, сначала кривобоко, а потом все ровнее, ровнее, и потом уже берется очень даже хорошо. Хорошо. Дальше посмотрим, что вам нужно сейчас услышать. Вы знаете, тут момент именно, да, акцент на вас, пересмотрение ваших именно каких-то позиций, убеждений даже. Убеждений тоже. Потому что есть те убеждения, которые сейчас, они вот вам несут как будто проблемы какие-то. И знаете, иногда, да, бывает такое состояние, когда ты выходишь, вот, и не знаю, как будто весь мир против тебя обозлился. Там ответили грубо, там что-то не получилось, там что-то забыла, и вот так, например. Почему это, да, происходит? Не потому, что я не выспалась, например, а что-то здесь нужно пересмотреть, потому что окружающие чувствуют эту энергию. Да, все люди, каждый человек, это каждая личность, да, это каждый кусочек энергии. А энергия, она очень сильно чувствуется. Я уж молчу, да, вот по глазам, говорят, все видно. Да, по глазам все видно. Причем это более наверху. А то, что внутри энергетически, оно как бы невидимо, но оно чувствуется. Ногу сломала или же, да, обожгла руку, там, ну, что угодно может происходить, да, и вы вот понимаете, почему, да, здесь момент какой-то, да, там накричали в один день, там накричали на вас, там поругались, там, то есть как так? Здесь, значит, нужно что-то не пересмотреть, не потому что все сволочи, да, а потому что здесь именно момент пересмотра. Состояние отшельника, да, состояние мудрости именно, когда вам нужно уединиться, когда вам нужно именно посмотреть вглубь себя. Вы знаете, это и будет у вас. В тот момент, как будто бы вы себя прогреете, да. И тут момент, к чему, да, вы придете, к чему вы приходите, именно к победе. У вас получается, у вас это получится, вы достигнете этого. Причем, знаете, маленькими шажками. То есть по десятке жезлов нельзя сказать, что все и сразу. Нет, вы маленькими шажками, но вы, понимаете, будет сложно, но вы это сможете. В конце концов, это уже последняя, да, десятка жезлов.
Тут уже сразу и рыцарь. То есть у вас, да, это будет именно проходить в понимаемой, в легкой форме. Вы будете понимать, да, вы будете находить это. Это очень, да, так интересно, и вы будете, знаете, тут позже вы вспомните. Вот я часто это говорю. Почему? Потому что многие не понимают, а когда начинает сбываться все, начинают потом, да, говорить то, что вот так, так. Сначала ты слушаешь информацию, да, залетела так в ушко. В одно залетело, в другое вылетело. Но потом, когда начинает это случаться, начинаешь вспоминать. И вспоминать даже, кто это сказал. Тут момент есть радости, ваших достижений, ваших личных достижений. Да, кто-то к этому конкретно приходит. Ваши личные достижения. Вы знаете, тут человек, который очень, в принципе, легко учится, легко обучаем. И человек очень глубокий, мудрец. Да? Вы, возможно, или много читаете книг, или же здесь относятся люди, которые не читали книг, но как будто бы перечитали целую библиотеку. Причем мудрых истин, да, и вы их очень четко понимаете. Возможно, даже, да, кто сейчас на канале смотрит, да, тут очень многие люди, возможно, или пишут цитаты какие-то сами, да, могут написать цитату, стихи. И даже, да, кто-то может писать рассказы, вот, или составлять какие-то сценарии. Глубокие люди. Да, и фильмы, возможно, вы смотрите тоже глубокие, со смыслом, где нужно что-то это найти, да, или же они просто там какие-то хихи-ха-ха. Вы любите хихи-ха-ха, но, знаете, это для вас чисто так расслабить голову. Вот. А тут в основном, да, люди любят глубокие, со смыслом, или, да, фильмы, которые после себя оставляют какие-то глубокие впечатления, размышления. Вот здесь такие творцы. Что вам нужно знать здесь и сейчас? Смотрите, здесь есть момент наблюдения родовая, по вашему, вернее, роду. Человек, который ушел из жизни, да, причем в боли какой-то. Он мучился, человек. Мучился. Кто-то, да, очень тяжело мучился, уходил из жизни. Вот этот человек сейчас, да, не жив, ушел из жизни, мучившись. Он за вами наблюдает. Здесь момент острого предупреждения. Здесь как нужна или пауза, да, или нужно элементарно отдохнуть. Да, здесь кто-то из прошлых раскладов, потому что я вижу одна и та же ситуация повторяется. Кому-то здесь нужно прямо отдохнуть, выспаться. Сон. Вы знаете, а почему еще работа не идет в гору, да, или вы не состояние невидения? Тут, правда, есть момент недосыпа, да, или же один раз вы очень глубоко спите, аж не можете проснуться, а другую ночь, например, ну вообще уснуть не можете. Вот и здесь начинает все стопориться энергетически, да, и потом же или же проблемы какие-то, да, или даже ссоры, недопонимания какие-то происходят, но в то же время, да, и как тормозится что-то. У кого-то, кстати, здесь как будто бы затормаживались дороги не раз, пути, может быть, даже полеты или, да, там откладывалось это на какое-то время, то есть или часто вы встречаете, что, например, автобус сейчас опоздает там на 20 минут, поезд опоздает, самолет опоздает. Вот это вот какое-то такое опоздание. Или вы, может быть, опаздываете тоже, да, то есть часто. Что вам нужно сейчас услышать?
Вы знаете, вот себя настройте, да, в себе поковыряйтесь тут, да, именно глубоко осмыслите, что вам нужно пересмыслить. Потому что, да, пересмыслив, ну, вы это сделаете до победного, да, вы дойдете до этой точки, но вот сейчас, начиная вот с этого видео, подумайте, что нужно переосмыслить. Вы знаете, здесь момент есть вашего успеха, вашего изобилия. Здесь деньги идут какие-то большие, крупная сумма. Здесь идет даже, да, или же успешная работа, или же успешное повышение ваше. То есть момент некого успеха, заслуженности, какую-то вы награду в конце-то концов получаете. Причем за какие-то ваши прошлые тяжести, да, и, возможно, даже тут как высшие силы говорят о том, что ты заслуживаешь большего, да, ты это получишь. Вот. Также, знаете, по этому раскладу и по портрету вашему я бы рекомендовала здесь покормить, да, бездомных животных, нуждающихся, покормить. В момент благодарности вы можете, да, или же, например, на кассе где-то расплачиваетесь, сдачу оставить, сказать благодарю. Дьявол. Сейчас дальше посмотрим. Момент враг, да. А у вас есть враг, причем мне говорят опытный враг, которому вы помогали, или в чем-то помогли, или спасли. Это враг, лютый враг, женщина. На данный момент, возможно, вы не общаетесь. Знаете, женщина носит маску. Тут момент есть и лицемерие. Или же женщина очень красиво выглядит или выглядит, вот по ней бы не сказала. Да, хочется сказать, что я бы по ней не сказала. Она такая милая, да, а оказывается гадина. Тут, как, знаете, момент идет такой, что или же, да, вот вы на расстоянии, вы не общаетесь, возможно, даже кто-то понимает, кто это. Но вы понимаете, что я бы по ней не сказала бы, да, если со стороны посмотрела бы, я бы по ней не сказала, что она на такое способна, но она способна. Возможно, даже кто-то здесь знает, кто это. Но вы под охраной высших сил. Тут момент влияния даже был. Знаете, не такого, не магического влияния, именно влияние, например, да, вот встречаются три подружки, одной неприятна та подружка, да, и она вот начинает настраивать. Может быть, да, здесь такое, что как будто бы она вот, знаете, она не жалела вас в то время, когда вы ей помогали. Она брала все в себя, в себе, да. Но когда какая-то у вас ситуация происходит, человек как будто бы потирает руки. Потирает руки, причем такое зловредность, не зловредность, зловредность это не так сказано, нет. Здесь именно такое злорадство. Что это за женщина? Да, вы с этой женщиной уже не общаетесь или на расстоянии, на далеком. Из прошлого женщина. Высшие силы говорят, знаете что, подожди, увидишь, да, или откроются на что-то, возможно, глаза, ты что-то поймешь для себя. Тут, возможно, знаете, человек как-то или проявится в вашу сторону, или вы где-то его, может быть, в рекомендованных у вас, да, где-нибудь всплывет эта женщина, в друзьях, в кавычках.
Женщина в отношениях находится в семейных. Но здесь момент есть осторожности. Эта женщина непростая. У нее она или глазливая, но в отношении вас, да, я не вижу этой глазливости. Просто женщина такая, или может как-то магически может повлиять. Но в отношении вас здесь не было магического влияния. Здесь именно такое какое-то злорадство, как, причем, знаете, это характеристика женщины такая. Не вам, так другому, да, именно когда у кого-то что-то случается, она потирает руки, ой, как интересно. Тем самым, да, человек как возносится наверх, да, когда так делает. Она чувствует, что она выше, а этот человек ниже. Ее это успокаивает как будто. Нечестна. И знаете, тут момент и на руку такая, может, клептоманка, не знаю я. Клептоман. Нет, у вас, знаете, вы под защитой высших сил стоите. Здесь момент влияния, здесь особо нет такого. Здесь момент есть того, что, да, она пыталась в чем-то или соперничать, или опередить, или как-то нажиться, да, но вот вас это особо не ткнуло. В плане того, что, ну, особо остро не ударило по вам. Вот. Но остерегаться бы стоило. Тут именно момент, да, опора. Да, стоит остерегаться, будьте аккуратны. Далее здесь момент, смотрите, возможно, кому-то поступит какое-то или предложение по работе, да, или по работе вы слышите какую-то информацию интересную. Ну, кому-то, правда, или предложение, или инсайт какой-то прилетит, идея какая-то касаемо работы или вашей деятельности рабочей. Может быть, вы думали, чем заняться, или что открыть, что сделать, какой бизнес, да. Здесь именно это получится у вас. Но сначала нужно пересмотреть себя, не забудьте, да. Далее, смотрите, то, за что вы будете браться, именно касаемо бизнеса, работы, да, вы это должны очень хорошо исследовать, изучить или, да, то есть еще добавочно какие-то материалы и изучить, подучить. Здесь прям такое у вас изменение, трансформации, и даже не трансформации, здесь какие-то перемены у вас идут очень сильные. Кто одинок, здесь, смотрите, здесь мужчина идет к вам, иностранец, да, или мужчина, отличаемый от вас. То есть это может быть и цвет кожи, это может быть и другая национальность, религия. Мужчина. Да, кто находится в паре, здесь момент даже возможен поездки куда-то за рубеж или на дальнее расстояние. Ну, да, тут может быть даже, да, именно на большое расстояние. Полетите, может быть. Может быть и правда за рубеж. Вы знаете, вот тут звезда выходит, да, вот и выходите вы. Вот смотрите, да, вы добьетесь того, чего вы хотите. Когда вы, да, начнете менять свои какие-то установки, старые установки, повторяющиеся установки. Вот кто не понимает, да, вы можете выписать на листочек и понять, да, что вы делаете одно и то же. И знаете, этот список будет просто, ну, наверное, скорее, да, длинным. Да, и вот поймите, что для вас, да, в каждую строчку просто вдумайтесь, что вас тормозит, как вы думаете, да, потом задайтесь этим вопросом и начинайте вот это прям галочки рядом ставить. И вот попробуйте, да, хотя бы, пусть по две, по одной, даже в день по одной, да, какой-то строчки менять на
другое. Вы придумаете, что, и пропишите рядышком. Пусть этот список будет у вас. Что вам нужно сейчас услышать? Но у вас кто-то обижается. Кто там обижается? Не то, что даже... момент обиды есть. Жалеет кто-то из прошлого опять. Ох уж эти прошлые. Жалеть надо было раньше, да? Вы знаете, о чем идет здесь речь? Кто-то об что-то обжегся. Кто-то, да, у меня почему-то здесь именно из вашего прошлого. Мужчина, если смотрит женщина, да, обжегся на чем-то и вспоминает вас. И думает, тут разговор такой идет, что она бы так не сделала, да, или же какая она была золотая. Тут именно вас оценивают, вас ценят. И знаете, здесь момент есть такой некой ностальгии, да, и плача. Да, аж стонать хочется, как волк на луну стонет. Кто-то по вам очень сильно тоскует, очень сильно. Тут момент аж до слез. Здесь момент, кто-то обжегся очень сильно на каких-то или отношениях. Даже как приехать к вам хочет, вернуться к вам хочет, а вам не надо. Зачем? Вам и так хорошо. Императрица так сидит. Вам и так хорошо, вам не надо. Потому что вы понимаете, что это из прошлого вас почему-то будет тянуть вниз. Да. Вы знаете, вы уже не та. Да, вы уже не тот человек, вы наполнены, да, у вас уже все, возможно, отлажено. Зачем вам это прошлое? Оно вам не нужно. Вы даже туда не посмотрите. Ну и пусть страдают. Пусть страдают. Что вам еще нужно сейчас услышать? Давайте еще другие доложим карты, посмотрим. Что вам еще нужно сейчас услышать? Интересно. Вам стоит куда-то проехаться, съездить. Пусть даже и на метро прокатиться. Вам стоит вот куда-то съездить, даже просто прокатиться, правда, хоть и на метро, хоть и на автобусе, просто куда-то проехаться. У меня идет почему-то, что вам это даст какое-то изобилие, какую-то силу, да, или какие-то инсайты на вашу силу, на ваше изобилие. Что это такое? В потоке сейчас не идет эта информация, да, я не слышу. Голос я не слышу. Я смотрю сейчас на карты, и я не понимаю, о чем идет речь. На ваш рост. Это касается вашего роста, вашего благосостояния. Здесь момент какой-то идеи, подсказки. Императрица. Знаете, вам как будто кричать что-то будет, да? Пусть даже это в виде, и вы это увидите глазами, да, или вот где-то вы что-то услышите, какую-то информацию, или вы даже будете ехать в этой дороге, смотреть в телефон, и в телефоне даже, да, вы будете листать какую-то ленту, и что-то может, да, вы увидите, или в окно. Так интересно. Я вообще люблю такие штучки, да, вот когда именно начинаю видеть. И вот, знаете, к вам это, вы не понимаете, как я это вижу, но вы
это состояние почувствуйте, когда будете в поездке. Дорога, которая везет вас куда-то. Пусть это автобус или метро, да, ну, что угодно. Но в метро явно там в окно не посмотришь особо. Ну, кто знает. А может быть, да. И бывают некоторые станции, где именно окно. Или в метро. Вы знаете, вы очень четко увидите эту информацию. Люби себя, императрица и влюбленные. Люби себя, полюби себя. Да, ты как о себе забыла. Любить себя это не только сегодня схожу в салон, а то 100 лет там не была, а это делать постоянно. Да, то есть любить себя, вкладывать в себя то, что вам приятно. Поплавать, если вам нравится плавать в бассейне. Сходите поплавать. Да, делайте для себя, старайтесь. Скучно вам, развеселите себя. Вы же себя любите. Вот. Вот вам ответ. Здесь момент какого-то, вот правда, тут такая интересная информация идет. В дороге вы что-то для себя получите. Получите для себя. Это в плюс. Большой плюс. Императрица. Да, и влюбленные. Для вашего роста. Вот эти карты, да, я очень люблю. Они очень так интересно открывают картину. Плюс еще поток, плюс еще Таро. Ну, это вообще сила. Мощь. Хорошо, сейчас откроем оракул «Золотой ключ». Вот, кому также... Смотрите, как выглядят эти карты, да? Сейчас я вкратце быстренько вам покажу. Они двухсторонние. То есть с одной стороны и со второй. Как бы они ни перевернулись, да? Вот картинка колесница, колесница. То есть закладываете их, кладете, вернее, их в мешочек, не знаю, как правильно будет, и перемешиваете рукой. Потом достаете. Вот. Кто-то смотрит перевернутые позиции. Я, например, смотрю только прямые позиции. Да, плюс слушаю поток. Мне этого вполне достаточно. Вот так вот выглядит карта. Кому интересно, обращайтесь. Так. Но сейчас пока их нет в продаже, да, как запущу, ну, вы можете написать на всякий случай, да, есть они готовы еще или нет. Вот, хорошо. Вот такой вот мешочек у меня. Сложила туда. И все перемешала. Карты. Это очень удобно. Так, кто не знает, как меня найти, смотрите, все контакты я указала под видео, да, или можете перейти по QR-коду. Можете поставить на паузу и перейти вот по этому QR-коду. Итак, сейчас откроем мою авторскую колоду «Золотой ключ». Тоже, кому интересно, пишите «Хочу колоду». Пришлю вам всю информацию обо всех колодах, которые мои авторские, да, которые я выпустила. Их я уже выпустила довольно много. 3 позиции будет. Сейчас никого не загадывайте. Сконцентрируйтесь на той позиции, на которую, вернее, вы выбрали. Первая, вторая или третья. И мы откроем. И посмотрим, что хотят вам донести карты, что предскажут или рекомендуют вам. Так. Также еще послушаем подсказки от ангелов, что хотят вам передать ангелы. Тоже моя авторская колода. «Ангелы говорят» называется. Так, первая позиция, вторая позиция и третья позиция. Итак, начнем. Кто выбрал первую позицию? Известия, которые вас обрадуют. Вам предстоит выбор. Прошлое останется позади, вы идете в новое.
Вас обсуждают, сплетничают, это мужчина. Вторая позиция. Нет, сейчас еще ангелы говорят, да, откроем, я забыла. Извиняюсь. Так, ангелы говорят, будь готов к чуду. Чудеса случаются с теми, кто всецело предан любви. Если в человеческих отношениях ты выше всего ценишь любовь, то приятные чудеса произойдут и с тобой. Вторая позиция. Кто выбрал вторую позицию? Ангелы вас слышат. Попросите их, и они вам помогут. Сложности, которые скоро уйдут. В вашем окружении есть влюбленный в вас человек. Вас ожидает продвижение, слава, награда, достижение, успех. Ангелы говорят, устрани печаль. Ты сам есть источник собственной горести. Твоя воля способна как порождать печаль, так и устранять ее. Итак, кто выбрал третью позицию? Помни, случайности не случайны. Покормите птиц, бездомных животных, нуждающихся, да? Вы под защитой ангелов, доверьтесь им. Прочитайте молитву, она сейчас вам необходима. Очень рекомендую, у меня прям пришло Псалом 90 почитать. Ангелы говорят, возьми на себя ответственность. Всегда помни, что ты дирижер своей собственной жизни. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. Ну а за личным раскладом или приобретением моих авторских колод обращайтесь. Все контакты я указала под видео в описании, или же можете перейти по QR-коду. Так я оставлю. И также хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также спасибо за ваши теплые комментарии и за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда и ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.